Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Криштиану Роналду оформил хэт-трик и обеспечил своей команде место в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ювентус разгромил Атлетико со счетом 3-0. Первый матч завершился победой Атлетико со счетом 2-0. По сумме набранных очков в следующий раунд турнира пробилась команда из Турина. Причем Ювентус впервые в своей истории сумел пройти в следующую стадию плей-оффа Еврокубка, проиграв первую встречу с разницей в 2 гола. Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На данный момент на его счету 124 гола в 160 матчах. У ближайшего преследователя аргентинского нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси 106 голов в 130 играх. Соперник Ювентуса в четвертьфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. В другом матче 7 безответных мячей в ворота Шальке отправил Манчестер Сити и также прошел в 1/4 финала лиги. Первый матч завершился со счетом 3-2. Дублем в составе победителей отметился Серхио Агуэро. По одному мячу забили Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернардо Силва, Фил Фоден и Габриэл Жезус. Манчестер Сити в третий раз в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он на данной стадии по сумме 2 матчей проиграл Ливерпулю. А в розыгрыше 2015-2016 дошел до полуфинала, где уступил мадридскому Реалу. Соперник Манчестер Сити следующего тура лиги определится также по результатам жеребьевки 15 марта. 640 фанатов футбола больше не смогут попасть на матчи в России. Об этом журналистам сообщил заместитель директора российской премьер-лиги по безопасности Александр Сафонов. Ранее болельщик московского «Динамо», попытавшийся выбежать на поле во время матча против столичного «Спартака», по решению суда получил запрет на посещение спортивных мероприятий в течение 1 года. Вместе с ним под немилость попали еще более 600 любителей футбола, которые так или иначе нарушили правила посещения встреч. Матч между «Динамо» и «Спартаком» прошел 10 марта на арене «Химки» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Во время игры произошло несколько локальных драк между фанатами. Также один из болельщиков «Динамо» попытался прорваться на поле через ограждение. Всего по итогам встречи было задержано 12 человек. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в 3-м раунде турнира серии «Мастерс» в американском Индиан Уэлсе. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7-5, 6-3 в пользу Хачанова. Теннисист был посеян на турнире под 12-м номером. Рублев вышел в основную сетку через квалификацию. Соперники встретились между собой в 3-й раз на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь на счету Хачанова 2 победы, у Рублева 1. Следующим соперником 22-летнего россиянина станет американец Джон Изнер. До главного спортивного старта этого года в Якутии осталось всего 3 дня. Кубок мира пройдет с 16 по 17 марта в Якутске. Билеты на событие уже полностью раскупили. Их начали продавать еще 15 февраля. За первые 1,5 часа было распродано более 2000 билетов. Кроме того, часть билетов была предоставлена бесплатно детям из социально незащищенных слоев населения, а также детям, которые тренируются в спортивных школах. В Кубке мира по вольной борьбе примут участие борцы из 8 стран: Японии, Грузии, Кубы, Турции, Монголии, Ирана, США и России. А тем временем команды прибывают в столицу региона. Сегодня утром в Якутск прибыли одни из фаворитов соревнований – сборная Японии. В их составе чемпион мира, призеры и победители мировых и азиатских первенств. Также прилетел чемпион мира и Азии 2017 года Юки Такахаси. Он является призером мирового первенства и обладателем бронзовой медали азиатских игр 2018 года весовой категории до 57 килограммов. Всего в составе сборной команды Японии в списке значатся имена 12 спортсменов в весовых категориях до 65 и 125 килограммов. В команде есть также запасные борцы. Делегация из Японии приехала в полном составе: тренера, судьи, массажист, врач и представитель СМИ. 去年より上の成績を狙いに来ました。 Хотят добиться большего, чем в прошлом году, и надеются на лучшие успехи.
Все лидеры команды приехали, и мы не видим здесь чемпиона мира Отокуро. 全員メンバーさんは来ましたか？ちょっとОтокуро. Отокуро. 乙黒選手、ちょっと膝の調子が悪いので、乙黒選手はちょっと来てないですね。はい。у него проблемы со здоровьем, он не смог приехать сегодня. Первый раз в Якутске, да? якутскは初めてですか？初めてです。Он первый раз. Первое впечатление. 初めての印象とかお願いします。とても寒いです。はい。Он говорит то, что очень холодно. ロシアの選手、が強いのしてるので。はい、わかりました。Да, он знает своих соперников, и он думает, то, что вот и соперники из России, да, сильные. Что можешь сказать о Ариане Петрине? なんかちょっと前に、日本に来てもらって、一緒に練習したんですけど、はい、そういう選手でした。Он недавно был в Японии, и они вместе тренировались, и он думает, что он был действительно сильным соперником. Главный трофей соревнований – чаша Кубка мира уже в Якутске. Накануне ее доставили в Музей спорта Якутии. Министр физкультуры и спорта республики Иннокентий Григорьев отметил, что каждый любитель вольной борьбы будет иметь возможность посмотреть на трофей в экспозиции музея. В торжественной обстановке кубок передали директору музея Валерию Кочневу. Трофей на самом деле оказался только для самых сильных. Он полностью выполнен из серебра и весит около 20 килограммов. Посмотреть на гиганта можно в рабочее время с 10 до 17 часов в Дворце спорта Элей-Батур. Это были новости спорта. Следите за самыми яркими событиями в мире и в республике вместе с нами. Всего доброго!